12 судебных участков мировых судей в Коми будут оснащены системой видеоконференц-связи за счет республиканского бюджета. И это только одна из многих мер поддержки мировой юстиции со стороны регионального правительства. В их числе и предоставление отремонтированных помещений для работы. Мировые судьи в Печоре и Усть-Вымском районе их уже получили. В Инте для этих целей планируют переоборудовать и отремонтировать бывший детский сад. Наиболее актуальным остается вопрос о повышении зарплаты аппарата мировых судей, которая сильно уступает коллегам из городских и районных судов, которых обеспечивает федеральный бюджет. Такой разрыв приводит к текучке кадров. Функционал тот же, да? Те же помощники работают, что на судебных участках, что в районных городских судах. Те же секретари судебных заседаний работу выполняют ту же, заработная плата меньше. Поэтому, естественно, они уходят. Если образуются вакансии в районные городские суды, и мы их берем, поскольку это подготовленные уже специалисты, их надо обучать с нуля. Каждый 10-й осужденный в прошлом году получил наказание в виде принудительных работ в исправительном центре. Эта цифра в 5 раз больше, чем годом ранее, и будет только расти. Чаще всего такое наказание получают автолюбители, которых не раз задерживали пьяными за рулем. Такого человека один раз административно наказали, лишили прав, не помогает. Второй раз его привлекли к уголовной ответственности, назначили какое-то наказание, не связанное с лишением свободы. Как правило, закон не позволяет назначать впервые лишение свободы, не помогает. Да? Ну и, соответственно, если уж третий раз человек совершает аналогичное деяние, необходимо что-то решать, чтобы уберечь общество от этого несознательного гражданина. Да? Такой вид наказания, который в советское время называли химией, когда осужденные строили промышленные объекты, и сейчас считается более гуманным и эффективным. Те, кто ранее не отбывал наказание в местах лишения свободы, в исправительных центрах не соприкасаются с уголовной субкультурой. Осужденные не теряют трудовых навыков, зарабатывают, обеспечивают свои семьи и, самое главное, погашают ущерб от преступления и назначенные штрафы.